Чемпионат мира по фигурному катанию, который планируется провести в марте, состоится в указанные сроки. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета соревнований. Напомним, ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции было отменено множество стартов по этому виду спорта, в том числе чемпионат Европы, который должен был проходить в эти дни в Загребе. 110-е по счету мировое первенство пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. В данный момент право выступить на предолимпийских состязаниях в Швеции обеспечили себе только победители чемпионата России. В их число входят одиночники Анна Щербакова и Михаил Каледа, спортивная пара в составе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин. Футболисты Ливерпуля в гостях одержали победу над Тоттенхэмом в центральном матче 20-го тура английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-3. В составе мерсисайдцев результативными ударами отметились Роберто Фирмино, Трент Александр-Арнольд и Садио Мане. Единственный мяч хозяев поля забил Пьер-Эмиль Хёбьерг. В турнирной таблице чемпионата подопечные Юргена Клоппа занимает 4-е место, набрав 37 очков. Лондонский клуб идет на 6-й позиции, имея в активе 33 пункта. В следующем туре Ливерпуль на выезде встретится с Вест-Хэмом, а Тоттенхэм в гостях сыграет с Брайтоном. Оба матча пройдут 31 января. Магнитогорский «Металлург» выиграл у московского «Спартака» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги и гарантировал себе участие в плей-офф турнира. Гости победили со счетом 3-1 благодаря точным броскам Егора Яковлева, Николая Кулемина и Андрея Чибисова. У хозяев льда отличился Робин Ганзел. В турнирной таблице Восточной конференции магнитогорцы располагаются на 3-й позиции, набрав 67 очков. Красно-белые идут 9-ми на западе, имея на счету 52 балла. В следующем матче регулярки 30 января «Металлург» на выезде сойдется с хельсинским «Йокеритом», а «Спартак» в тот же день дома примет питерский «СКА». Баскетболисты Санкт-Петербургского «Зенита» в гостях со счетом 76-82 проиграли итальянскому «Милану» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Кевин Пантер, набравший 14 очков. У россиян самыми точными были защитник Остин Холлинс и разыгрывающий Кевин Пангас, в активе которых по 12 баллов. Итальянский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице лиги, одержав 15 побед в 22 матчах. «Зенит» с 13 победами в 21 игре идет на 5-й строке. В следующем туре российские баскетболисты отправятся в гости к турецкому «Фенербахче», а «Милан» на выезде встретится с французским «Вильербаном». Обе игры пройдут 5 февраля. Перейдем к событиям нашего региона. Василий Егоров представил своего нового тренера. Им стал заслуженный мастер спорта России, 5-кратный чемпион страны, 2-кратный серебряный призер чемпионатов мира и участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине Геннадий Ковалев. Об этом сообщает «Спорт Якутии», ссылаясь на инстаграм якутского боксера. В данный момент Егоров находится в Польше, где российские спортсмены проходили сборы. Следующий тренировочный этап пройдет в марте в Кисловодске, а затем команда отправится в Сочи, где будет готовиться к европейскому отборочному турниру на Олимпийские игры. Футбольный клуб Чертаново, за который выступает якутянин Артем Соколов, узнал своего соперника по 1/32 финала Лиги чемпионов среди юношеских команд. Россияне встретятся с ровесниками из израильского Маккаби. Победитель противостояния определится по итогам одной встречи, которая пройдет 2 либо 3 марта на домашней арене Чертаново. Напомним, в минувшем сезоне Соколов, являющийся воспитанником мархинской команды «Пульс» в составе московского клуба, стал победителем юношеской лиги России, а также признан лучшим игроком турнира. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!